Состояние здоровья выпущенных на свободу узников китайских лагерей резко ухудшилось. По последним данным, в поселке Чапчал, расположенном в городе Кульджа, скончался 80-летний учитель, выпущенный на свободу из так называемой школы профессиональной подготовки. Увеличившееся число смертей среди бывших узников – явный показатель того, что китайское правительство травит безвинных людей, содержащихся в лагерях пыток. После одобрения правительством США поставок оружия в Тайвань, Китай провел учения военно-воздушных сил и военно-морского флота на юго-восточном побережье страны. Министерство обороны Китая сообщило, что учение является плановым. В свою очередь, власти Тайваня заявили, что американское оружие станет надежным щитом для обороны перед растущей китайской угрозой. В ответ Министерство иностранных дел Китая сообщило, что в отношении американских фирм, поставляющих оружие в Тайвань, будут введены санкции. В Гонконге продолжаются акции протеста против закона об экстрадиции виновных в Китае. В приграничном с Китаем поселке Шатин десятки тысяч людей вышли на улицы с требованием отставки главы администрации Кэрри Лэм. Протестующие требовали независимость и проведения демократических выборов. Между участниками акции и полицейскими произошло столкновение. Самое крупное печатное издание Южного Кипра, ссылаясь на военные источники Евросоюза, сообщает, что во время поисков в акватории Пафоса буровое судно «Фатих» обнаружило запасы природного газа объемом в 170 миллиардов кубических метров. В сообщении указывается о требовании Евросоюза к Турции прекратить исследования в восточном отрезке Средиземного моря и сесть за стол переговоров. Издание также пишет о возможной установке С-400 на территории Турецкой Республики Северного Кипра. Англия, Германия и Франция заявили, что будут следовать ядерному соглашению, подписанному с Ираном, при условии выполнения Тегераном всех требований и прекращения действий, нарушающих договор. Крупнейшие страны Евросоюза настоятельно призвали Иран немедленно отказаться от принятых решений по ядерному вопросу.